пищеблоке Кажемского санатория непривычно спокойно. У поваров передышка между заездами. В профилактике туберкулеза, особенно у малышей, ставку делают прежде всего на правильное питание. Кормят юных пациентов 6 раз в день. На каждого по 2500 калорий. С таким объемом не все справляются. Конечно, в первые дни мы с ними работаем, объясняем, говорим. Дети, едят не в полную меру того, что бы нам хотелось. Потом привыкают. Даже когда дети уже уезжают, взвешиваемые до того, как они приехали и уехали, дети прибавляют в весе. Нас это радует. А еще витаминизация и физиопроцедуры, электрофорез, ультразвук, ингаляции. Все оборудование в санатории есть. Проводят здесь и курсы химиопрофилактики для маленьких пациентов, которые контактировали с больным туберкулезом. Но все же уточняют, с открытой формой инфекции никого нет. Между процедурами успевают лепить, рисовать, танцевать и петь. А главное – гулять. По соседству хвойный лес, живописный пруд, много детских площадок. Ко всем праздникам, Новый год, 8 марта, Пасха, мы все проводим праздники. Затем у нас дети очень активны в поселке. Это наша библиотека, часто нас приглашает. Это Дом культуры. Мы очень активно участвуем на 9 мая в праздниках, празднование 9 мая. Затем День поселка. Предоставляем и свои работы детские, и свои концертные номера. Но главное есть обучение с 1 по 4 класс. Так что от школьной программы за 33 дня пребывания в санатории дети точно не отстанут. Это первое, что, возможно, пугает родителей, которые опасаются направлять сюда своих чад. Второе – удаленность. От столицы до Кажема больше 200 километров. Это 3 часа пути. Но и здесь вопрос доставки руководства учреждения обычно берет на себя. А ЖД вокзал мы уже централизованно забираем на наших автобусах и везем в санаторий Кажем. И обратно возвращаем. Также заблаговременно мы сообщаем родителям, когда будет выезд, и предупреждаем все, чтобы родители приехали только до ЖД вокзала в Сыктывкаре и забрали детей. В прошлом году юным жителям Коми выдали 520 бесплатных путевок. Однако доехали до Кажема лишь 426 детей. Треть из неблагополучных семей. Как раз они-то чаще всего и подвержены заражению туберкулезом. Но пациенты, которые проходят курс лечения в санатории, уж точно не попадут во взрослую инфекционную статистику. Виктория Палкина, Павел Юлянмин, телеканал Юрган, Кайгородский район.